участники читательской конференции. Мы ученики 2 В-класса школы номер 17 города Якутска. Коркина Сардана. Жемдринская Аделина. Захарова Дарья. Для чего нужны нам сказки? Что в них ищет человек? Может быть, добро и ласку? Прочитайте, дети, сказки, научитесь их любить. Может быть, на этом свете станет легче людям жить. В сказке всегда есть урок, но урок очень мягкий, добрый. Чаще всего это дружеский совет. Сказка учит отличать добро от зла, хорошего от плохого. Вечные сказки – сказки народные, в них спрятана волшебная сила. Лиса и журавль – русская народная сказка о животных, любимая многими детьми. В ней повествуется, как подружились лисица и журавль, стали навещать и угощать друг друга. Недаром лису прозвали Плутовкой. Дружба лисы и журавля распалась. Как вы думаете, почему распалась дружба? Хоть они и подружились, но не хотели идти на уступки друг друга. Оба друг друга не понимали и не ценили свою дружбу. Каждый думал о своем удобстве. Девочки, пусть лучше дети увидят эту сказку. Кашу кушай, а сказку слушай. Умом, разумом смекай, да на ус смотай. Сказка начинается. Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля и пошла звать его к себе в гости. Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу. Пошел журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и подчер. Покушай, голубчик куманек, сама стряпала. Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе, да лижет кашу. Так все сама и съела. Кашу съела и говорит: не обессудь, куманек, больше почивать нечем. Журавль ей отвечает: спасибо, кума, и на этом приходи ко мне в гости. На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит: кушай, кумушка, право больше нечем подчивать. Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает-то, никак достать не может. Не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел. Ну не обессудь, кума, больше угощать нечем. Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, несолоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. Дружба как стекло, разобьешь, не сложишь. Рыба без воды не проживет, а человек без дружбы. Нет друга ищи, а нашел береги.